Самый главный урок сегодня, что все зависит от вас. И ваше будущее тоже зависит от вас. Впервые в истории сегодня звонок на урок прозвучал в домах, где проживают школьники, а не в школьных коридорах. Дистанционное обучение по всей республике началось с нулевого урока, который провел сам глава республики. Он назвал нынешнее время временем героев. И по словам Радия Фаритовича, героями сегодня становятся не люди с автоматами в руках, а те, кто берут ответственность за своих близких и за свое будущее на себя. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня начинаем наш первый урок с хорошим настроением. Примемся за работу. Да, ребята, все готовы? Молодцы. Домочадцы учителя начальных классов гимназии номер 1 Гульнур Ульфатовны Галлямовой ходят по дому буквально на цыпочках. Все ее 26 первоклашек собрались в виртуальный класс на свой первый онлайн-урок математики. Давайте сравним числа. Бадриддинов Айнар, сравнивай. 16 больше, чем 12. Умничка, милый мой. 2 больше, чем 1. Правильно. Откуда ты получил 2? 4 минус 2 равняется 2. Молодец, правильно. Умничка. Все идет по правилам классических занятий в школе. Сначала класс повторяет материал, пройденный перед каникулами, освежает память. А далее уже перед ребятами ставится цель познать и закрепить новую тему. В конце урока, как обычно, учитель озвучивает домашнее задание и, пожелав всем своим ребятам солнечного настроения, прощается до следующего урока в режиме онлайн. Сегодня был урок математики с моими первоклашками. У меня в этом году первый класс. Урок прошел хорошо. Все дети смогли войти в систему Zoom, в конференцию, отвечали. Детям нравится. До этого урока мы уже несколько раз и тренировались с детьми. В принципе, я довольна. По остальным урокам у нас еще остается, кроме онлайн-урока математики, еще остается 3 урока. Я буду давать задания уже в электронном дневнике. Они скачают, будут делать и отправят мне обратно свои задания, ответы. С 6 апреля по району к онлайн-обучению подключились 3524 учащихся. Все педагогические работники, а это 471 человек, работают дистанционно с использованием различных технологий. Для 71 ребенка без доступа к интернет-ресурсам организована доставка бумажных кейсов с заданиями. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».